Вас приветствует коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа детский сад номер 1» города Воркуты. Наше учреждение реализует инновационный проект «Центр консультационной помощи родителям детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями «Мы рядом». В рамках мероприятия ведомственной целевой программы развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». С информацией о нашем консультационном центре, о специалистах, оказывающих бесплатную методическую, психолого-педагогическую, диагностическую помощь родителям, законным представителям детей дошкольного возраста, вы можете познакомиться на страничке «Консультационный центр» официального сайта нашего учреждения. Реквизиты нашего сайта вы видите на экране. Мы являемся сотрудниками данного центра и готовы в любой момент предоставить вам консультацию. Консультации могут быть не только очные, но и заочные, дистанционные, с помощью телефона, с помощью электронной почты и также с помощью интернет-приемной на страничке «Консультационный центр» нашего сайта. Сегодня мы предлагаем рассмотреть и обсудить вместе с нами очень важные, на наш взгляд, вопросы о том, что мир цифровых технологий может быть развивающим для слабовидящего ребенка-дошкольника, обогащающим его внутренний мир и, самое главное, не наносящее вред его здоровью. О правилах работы за компьютером для детей дошкольного возраста, о том, как подготовить детей старшего дошкольного возраста к общению с компьютером, об использовании информационно-коммуникативных технологий для развития речи и познавательной активности дошколяр. Уважаемые родители и коллеги, в ходе вебинара у вас есть возможность задавать в чате вопросы нашим специалистам. Мы обязательно на них ответим. Современный ребенок, родившийся в век высоких технологий, является активным пользователем компьютера, игровых приставок, сотовых телефонов, сети интернет. Мир цифровых технологий для дошкольника – это естественная, неотъемлемая часть окружающего мира. Задача педагогов и родителей сделать так, чтобы эта среда стала развивающей для ребенка, обогащающей его внутренний мир и, самое главное, не наносящая вред его здоровью. Особенно данная задача актуальна сейчас, в современном обществе, когда ребенок, в том числе и с нарушением зрения, все больше и больше времени проводит у монитора компьютера, перед телевизором или с гаджетом в руках. Применение информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе позволяет дошкольникам с нарушением речи получать информацию об окружающем их мире. У детей формируются более полные и точные представления о предметах и явлениях, так как задействованы зрительные и слуховые способы получения информации. При использовании компьютера появляется возможность визуализации объектов в виде понятных для ребенка образов. Улучшаются компенсаторные механизмы. В работе с дошколятами необходимо применять дидактические пособия, разработанные в ярком, доступном для понимания ребенка образе. Все вышеперечисленное позволяет создавать более точный зрительный образ у ребенка, способствует усвоению содержания и является эффективным средством наглядности. Работая с детьми с нарушением зрения, имеющими зрительную депривацию, то есть лишенными зрительного опыта, можно и нужно использовать презентации, обучающие программы, так как такой вид деятельности имеет свои положительные стороны. Осуществляется полисенсорное восприятие, то есть ребенок видит целостный образ предмета или явления. Дети рассматривают предметы или явления в многократно увеличенном виде.
во время демонстрации фильмов на экране или слайды. Аудио, видео, анимационные эффекты объединяются в презентацию, что позволяет восполнить объем информации, усваиваемым дошкольникам. И возможность демонстрации предметов или явлений более доступны для восприятия сохранной сенсорной системой. А также увеличиваются зрительные функции, глазомерные возможности ребенка. Врачи-офтальмологи выдвигают ряд требований к работе дошколят за компьютерами. Дошкольникам с нарушением зрения при работе за компьютерами, а также с мультимедийными презентациями категорически запрещается работать за компьютером и просматривать мультимедийные презентации в полной темноте. Запрещается изменять освещенность на мониторе, мелькание, выключение или включение общего освещения при просмотре фильмов или презентаций. Запрещается демонстрация фильмов, слайдов, презентаций на стене, потому что при этом в существенной степени снижается яркость и искажается цвет изображения. Запрещается долго задерживать взгляд на мониторе компьютера. Ребенку необходимо периодически менять направление взгляда. Это дает возможность глазкам отдохнуть. Проанализируем особенности организации деятельности детей с различными зрительными заболеваниями при работе за компьютером. Мы подобрали наиболее часто встречающиеся зрительные нарушения у детей. Миопия. При миопии ребенок хорошо видит близко расположенные предметы и плохо удаленные. Ребенок с диагнозом миопия утомляется при плохом освещении, видит предметы диффузно, то есть расплывчато. У ребенка с миопией нарушается сумеречное зрение, то есть он в полумраке фактически ничего не видит. Зрительная нагрузка у вашего ребенка с миопией должна быть минимальной. Перед экраном ребенок с миопией должен находиться на переднем плане. На следующем слайде гиперметропия, дальнозоркость. При дальнозоркости ребенок видит плохо как вблизи, так и вдали расположенные предметы. При дальнозоркости необходимо ограничивать ребенка в работе вблизи, чередовать зрительную работу вблизи с переведением взгляда вдаль. Перед экраном ребенок с гиперметропией должен сидеть на заднем плане. Амблиопия – форма понижения остроты зрения, ослабление зрения при отсутствии видимых повреждений глаз. Причинами амблиопии могут быть функциональные расстройства зрительного анализатора. Если амблиопия – заболевание врожденное, то ваш ребенок может даже и не знать, и не понимать того, что он видит плохо, и что он может видеть мир как-то по-другому. И поэтому он воспринимает окружающий его мир как норму. Поэтому сам ребенок жаловаться на зрение не будет. Перед экраном дети с низкой частотой зрения занимают места впереди. Ребенку необходимо дать дополнительное время для рассматривания изображения при разной остроте зрения обоих глаз, то есть при разных зрительных возможностях. Ребенка необходимо посадить лучше видящим глазом к центру. Рассаживать детей перед экраном необходимо с учетом попеременной окклюзии. То есть, если у ребенка окклюзия справа, то его необходимо посадить на противоположную сторону. Косоглазие – это нарушение в симметричном положении глаз при взгляде прямо или в других направлениях взора. Сходящиеся косоглазия бывают или расходящиеся. Ребенок испытывает трудности при направлении взгляда на объект. Нет четкого видения предметов. Если у дошкольника сходящееся косоглазие, то он должен сидеть в центре перед экраном. При расходящемся косоглазии ребенок должен сидеть на заднем плане. Важно, чтобы и родители, и педагоги строго соблюдали зрительный режим, чередуя зрительную
и тактильную работу с работой на слух, учитывая при этом зрительное нарушение ребенка. Уважаемые слушатели, продолжить нашу тему я приглашаю учителя-дефектолога нашего учреждения Акимову Ольгу Владимировну. Ольга Владимировна расскажет вам о правилах работы за компьютером для детей дошкольного возраста. Доброе утро, Ольга Владимировна. Доброе время суток, уважаемые слушатели. На сегодняшний день найти сферу, где бы не встречался компьютер, очень трудно. Он используется везде. Люди, не выходя из дома, могут покупать, продавать, общаться с друзьями и работать. Почти в каждой семье есть компьютер, а у кого и даже, а у некоторых даже вот несколько. Наши детки растут в этой среде, видят, как родители постоянно смотрят в яркий, завораживающий экран и нажимают интересные кнопочки. Конечно, они спешат познакомиться с этой увлекательной штукой как можно раньше. Нет, ничего главнее и дороже здоровья наших детей. Его не купишь за деньги и не поменяешь, как использованную батарею. Очень важно понимать, какие органы и системы страдают от компьютера и принять меры, чтобы этого не допустить. В первую очередь, конечно же, страдают глаза. Они находятся в постоянном напряжении. При длительном пребывании у монитора возникают такие симптомы, как двоение, временная близорукость, сухость и жжение. Детские глазки быстро утомляются за счет своей незрелости. Зрение падает, и скоро придется надевать очки. Чаще всего дети играют на ноутбуке или планшете, лежа на диване, и это усиливает нагрузку на глаза. За последние годы, по статистическим данным, 2 раза чаще встречается миопия, близорукость у первоклассников. И это свидетельствует о пагубном воздействии компьютера на зрение. Вред наносит компьютер и на осанку детей. Как правило, место для игры или обучения за компьютером не оборудовано под рост малыша. Например, он играет на ноутбуке, сидя на диване, на полу, развалившись на кресле. Спина находится в неправильном положении. Ребенок сутулится или сильно вытягивает шею, поэтому не видит изображения. Со временем это приводит к искривлению позвоночника. Появляются жалобы на боли в голове и в спине. Слабая, еще не до конца не сформированная нервная система у детей дает сбой при длительном контакте с компьютером. Появляется это повышенной возбудимостью, плохим сном и резкой сменой настроения. Снижается внимательность, появляется немотивированная агрессия. Впоследствии у детей развивается компьютерная зависимость. Кроме любимой игрушки, зависимого ребенка уже ничего не волнует. Реальный мир заменяется виртуальным. Теряются коммуникативные способности. Проще найти друзей в интернете, чем вживую. Достижения в настоящей жизни заменяются на прохождение уровня какой-нибудь игры. Пропадает желание куда-нибудь выходить, что-либо делать. Избегаются контакты с другими людьми. Снижается аппетит. Ухудшается сон. Игнорируется учеба и домашние обязанности. Проявляется агрессия на любую попытку ограничить контакт с компьютером. Данное состояние требует врачебного вмешательства. Родителям в одиночку уже трудно справиться. Дети и компьютер – это очень обсуждаемая тема. Считается, что чем позже дитя познакомится с электронной машиной, тем лучше. Детям
предпочтительнее начать осваивать компьютер не раньше 3-4 лет. Они уже понимать слово нельзя, и с ними можно договориться заранее о времени. Психологи придумали формулу. При ее помощи рассчитывается приблизительное время, которое малыш может проводить за компьютером без вреда для здоровья. Смотрите, возраст умножается на 3. Это количество разрешенных минут. Далее полученные минуты умножаются на 3. Это время отдыха. Например, малышу 5 лет, 5 умножаем на 3, это 15 минут игра за компьютером. 15 умножаем на 3, 45 минут, это отдых. Какая же профилактика вреда от компьютера? Правильное положение. Спинка ровная, локти и колени находятся под углом 90 градусов. Расстояние от глаз до монитора не менее 70 сантиметров. Хорошее, правильное освещение. Зарядка после пребывания за компьютером с обязательным выполнением специальных упражнений для глаз. Ограничение времени пользования компьютером в зависимости от возраста. Тщательный подбор игр. Контроль за сайтами, которые посещает ребенок при помощи специальных программ. Хотелось бы завершить тем, что мы живем в эпоху развитых информационных технологий. Без знания компьютера современному человеку будет очень сложно. Стоит относиться спокойно к этому, что наши дети рано или поздно освоят эту чудо-машину. Это поможет им в обучении или в поисках хорошей работы. Главное помнить о вреде, который может принести компьютер, если не соблюдать элементарные правила пользования. Спасибо, Ольга Владимировна. Я надеюсь, уважаемые слушатели, что советы, которые дала вам Ольга Владимировна, вам пригодятся. А я предоставляю слово Санцовой Альбине Ивановне, педагогу, психологу нашего учреждения. Альбина Ивановна расскажет о том, как подготовить ребенка старшего дошкольного возраста к общению с компьютером. Доброе утро, Альбина Ивановна. Здравствуйте, уважаемые коллеги и родители. Да, сегодня дошкольники проводят за компьютером достаточно много времени. Нередко родители только рады этому. Ребенок не мешает им заниматься своими домашними делами. Но многие ли родители задумывались вопросом, а готов ли ребенок к общению с компьютером? Эту проблему редко обсуждают, а многие родители, скорее всего, и не подозревают о ее существовании. И напрасно. От чего зависит эта готовность? Можно ли подготовить ребенка к общению с компьютером? Прежде всего, сегодня мы поговорим о функциональных, возрастных особенностях и возможностях детского организма, определяющих его готовность к такой сложной самостоятельной деятельности, как овладение навыками работы с электронными носителями информации. Общение с компьютером для дошкольников не является привычным видом деятельности. Оно требует максимальной мобилизации внимания и концентрации сил. Главными проблемами любой деятельности дошкольника являются организация, внимание, способность сосредоточиться на определенное время. На начальном этапе обучения он учится работать с клавиатурой, быстро и точно нажимать нужные клавиши. При этом ребенок периодически переводит взор с экрана на монитор и обратно. За 10 минут работы на компьютере ребенок обычно делает 80-100 таких движений, но нередко приходится работать в более быстром темпе, навязанном программой компьютера. В этом случае дети испытывают затруднения в поиске нужной клавиши и допускают ошибки. Следовательно, значимыми для работы с клавиатурой будет организация деятельности и сформированность двигательных функций.
Ребенок рассматривает на экране предметы и объекты разной величины, переводит взор на клавиатуру и, отвлекаясь, фиксирует взор на более удаленных предметах. Следовательно, развитие его зрительной системы, испытывающей повышенную нагрузку, также особо значимо для работы на компьютере. Занятия на компьютере связаны с решением постепенно усложняющихся пространственных и логических задач, требующих достаточно развитого абстрактного мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализировать, а также способности быстро мобилизовать все свои знания и навыки. Отметим в дополнение к сказанному, что дошкольники работают с разными компьютерными программами. Работа с новой программой предполагает каждый раз иные пространственные двигательные реакции, координации рук, связанные с управлением, нажатием на клавиши клавиатуры. Расположение горячих клавиш при смене программ меняется. При переходе на новую программу детям приходится запоминать предлагаемые правила управления и расположение клавиш. Следовательно, для успешной работы дошкольника на компьютере необходим и достаточный уровень развития рабочей кратковременной памяти. Более сложные программы требуют достаточного уровня логического и наглядно-образного мышления. Начинать развитие значимых для работы на компьютере функций следует с первых же занятий, когда дети испытывают наибольшие затруднения в управлении компьютером. Сколько нужно узнать и запомнить, изучить клавиатуру, назначение клавиш, освоить программы, требующих сложных зрительных двигательных координаций, когда необходимо точно нажимать на нужную клавишу и одновременно следить за экраном. Кроме того, ребенку приходится запоминать правила управления для разных компьютерных программ. Понятно, что и развивать в первую очередь необходимы те функции, которые особенно значимы на начальном этапе общения ребенка. Точность, координацию движения руки, тонкие движения кисти и пальцев руки, кратковременную память. Предлагаемый комплекс упражнений разработанный для дошкольников и адаптированный к возможностям детского организма. Он поможет подготовить ребенка к общению с компьютером. Все упражнения оказывают комплексное воздействие на развитие дошкольника, формируя организацию деятельности, внимание, восприятие, мышление и в то же время направлены на преимущественное формирование тех функций, которые мы назвали значимыми для компьютерных занятий, а особенно на первых порах овладения компьютером. Упражнения комплекса подразделяются на 3 группы. Первая группа, развивающая главным образом точность и координацию движений. Развивающая вторая группа, преимущественно тонкие движения кисти и пальцев рук. Третья группа развивает кратковременную память. При обучении ребенка работе на компьютере родителям следует набраться терпения, не торопить ребенка, так как формирование указанных функций – сложный и длительный процесс. Занятия следует проводить в отвечающей дошкольному возрасту игровой форме. Оно очень важно также, чтобы упражнения не вызывали у ребенка утомления и чрезмерного возбуждения. Содержание игр должно быть простым, интересным и эмоционально привлекательным для детей. Предлагаем вам просмотреть видеоролик, где приведены примеры из каждой группы комплекса упражнений, чтобы родители могли не только их использовать, но и по аналогии с ними придумывать свои веселые варианты. Предложенными упражнениями следует не меньше 2 раз в неделю, по 10-15 минут. Важно помнить, что детям нравятся соревнования, поэтому если в семье один ребенок, то его соперником придется быть кому-то из взрослых. Используется для этого упражнения напольный кольцеброс. По сигналу взрослого ребенок набрасывает кольцо на палочку кольцеброса. Расстояние от ребенка до кегли подбирается индивидуально. Прокатывая мяч по полу, ребенок должен сбить кеглю. В зависимости от результата можно увеличить или наоборот уменьшить расстояние от ребенка до кегли. Упражнение повторить 6-8 раз.
Для этого упражнения нам понадобится куб с круглым отверстием или емкость. Ребенок стоит слева от куба на расстоянии вытянутой руки и держит мячик, направленный вперед в левой руке. Сначала движение совершается при зрительном контроле, затем без контроля зрения. Упражнение следует повторить по 5 раз правой и левой рукой. Упражнения этой группы желательно делать ежедневно. Первое упражнение – знакомство. К большому пальцу руки поочередно нужно прикоснуться другими пальцами. Можно делать несколько касательных движений подряд одним и тем же пальцем. Можно изменять темп движений, то увеличивая его, то снижая. Сон. Рука ребенка лежит на Сон. столе, Рука ребенка лежит на столе ладонью вверх. Пальцы нужно по очереди уложить на ладонь. Когда пальцы соберутся в кулак, Когда пальцы начинается соберутся их в кулак, высыпание. начинается их Закругляются пальчики, тоже по Закругляются очереди. пальчики тоже по очереди. Упражнение из пальчиковой гимнастики. Так Упражнение хорошо из нам пальчиковой всем гимнастики известно. так хорошо нам Раз, всем известно. два, три, четыре. Кто живет в моей квартире? Папа, мама, Папа, брат, мама, сестренка, брат, кошка Мука, кошка два котенка, два мой котенка, щенок, мой сверчок, щенок, я, сверчок, вот ты я, вся моя вот ты семья. моя семья. Хорошо развивает мелкую моторику. Такое простое упражнение, как кручение колечек. Данные игровые упражнения Данные желательно игровые проводить не упражнения реже, чем желательно 3 раза проводить в неделю. не реже, чем 3 раза в неделю. В одном лесу росла береза, елка, идут очень дружно. Также можно было встретить одуванчика и колокольчика. Осенью, когда наступала весенняя пора, можно было найти в этом лесу белый гриб и лисички. Скажи, пожалуйста, какая первая? Береза. В одном лесу на поляне росла береза, Елка, елка, дуб, Также упражнение можно делать также можно встретить одуванчик, Василий Второй можно было собирать Василию можно было собирать грибка, белый гриб и белый гриб, лисички. лисичка, Умнички. Пиктограмма. Основой приема является выделение главного смысла является текста. выделение главного смысла текста. Называется Сейчас буду называть слова, будешь на эти слова делать короткие рисунки. Так, первое у нас слово Первое «зима». у Ну, нас все, пожалуйста. слово Символ, «зима». который тебе поможет Символ, который вспомнить тебе это поможет слово. вспомнить это слово. снежок, Так, хорошо. Следующее слово. Следующее слово радостное настроение. Хорошо. Следующее слово. Дождливая Следующее погода. слово дождливая погода. Замечательно. Следующее слово. Лето. Следующее слово лето. Здорово получилось. Ну и последнее слово. Любимая еда. Последнее слово любимая еда. Здорово. Так, ну давай вспомним. Пишем. Ну давай Слово. вспоминать. Первое слово. Зима. Зима. Второе. зима, Зима. Второе. Как нарисовано слово? Как нарисовано слово радость. Следующее слово. дождливая погода, А следующее лето. Так, И зимняя. я,
Регулярное выполнение приведенных Регулярное упражнений позволит выполнение развить приведенных способности упражнений ребенка позволит и развить подготовить его способности к работе ребенка на и компьютере. подготовить его к работе на компьютере. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Людмила Ивановна. Уважаемые слушатели, на странице «Консультационный центр» официального сайта нашего учреждения представлен комплекс упражнений для подготовки детей к компьютеру. Вы можете в любой момент его открыть, страничку, и скачать себе этот комплекс упражнений. Уважаемые слушатели, а я предлагаю вам продолжить наше обсуждение. И вам могут быть полезны советы учителей-логопедов нашего учреждения. Ведь, согласитесь, уважаемые слушатели, развитие правильной, красивой речи – вот то, чем стоит заниматься ежедневно, и в том числе с помощью информационно-коммуникативных технологий. Предлагаю вашему вниманию рекомендации учителя-логопеда Лернер Марины Васильевны. Марина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Современное поколение детей с самого раннего возраста все больше углубляется в электронные ресурсы. Погружение детей в интерактивный мир тесно связано с познавательными потребностями дошкольника. В современном мире сложно ограничить детей от возможности использования разнообразных гаджетов. Поэтому важно предложить родителям и педагогам использование информационно-коммуникативных технологий для развития речи и познавательной активности детей дошкольного возраста. И тогда дети станут использовать свои электронные устройства не только для развлекательных игр и приложений, но и для самостоятельного изучения окружающего их мира, предметов и явлений. Использование компьютера имеет свои преимущества. Во-первых, компьютер обладает беспредельным терпением. Он будет повторять, объяснять необходимое количество раз, без признаков усталости, раздражения и неудовольствия. Во-вторых, электронные образовательные программы позволяют выработать индивидуальный темп обучения в зависимости от психологических качеств ребенка и на основе имеющихся у него знаний. В-третьих, обучение с помощью компьютера носит характер индивидуальной формы обучения. Внимание компьютера предназначено только данному ребенку. В-четвертых, использование мультимедийных технологий повышает эффективность восприятия и запоминания информации. В-пятых, педагог уже не транслирует знания, а становится консультантом, соавтором образовательного процесса, тьютором для ребенка. Развитие речи детей способствует использованию электронных дидактических игр. Игры помогают провести артикуляционную гимнастику, развитие речевого дыхания и фонематического слуха, расширить лексический словарь, проработать связанную речь. Предлагаю вашему вниманию фрагмент занятий с ребенком с использованием компьютерной игры «Мерсива» по развитию фонематического восприятия. Помнишь, на прошлом занятии мы играли с принцессой? Тебе понравилось? А что мы делали? Тебе понравилось? Куда они собирались? На бал. На бал. Куда они Что мы собирались, делали для На этого? бал. На бал. Что мы делали для этого? Хочешь опять помочь им собраться на бал? Сделать их Хочешь опять красивыми? помочь им собраться на бал? Сделать Так, их смотри, красивыми? вот у нас две принцессы. Так, У них смотри, на вот платьицах эти написаны принцессы. буквы. У них У этой на платьицах принцессы какая? написаны буквы. А У у этой этой принцессы какая? Молодец. Каждая бусина содержит Молодец. звук Каждая А бусина или О. содержит Расставь все звук бусины, А правильно? или О. Принцессы Расставь все получат бусины. украшения. Принцессы Начали? получат украшения. Начали? Слушай внимательно. Держи. Слушай внимательно. Черный Нажимай. буквы. Нажимай. Черный буквы учим. Слушай. Ша. Кому ты говоришь? Ша. Кому ты говоришь? А. Бо.
Вот еще раз на бусину нажми, послушай внимательно. Еще раз на бусину Повтори. нажми, послушай внимательно. Повтори. Яночка, ты нарядила принцесс? Яночка, А что ты для ты этого нарядила принцессу? Я внимательно ты для этого слушала звук. Я внимательно слушала звук. И раздавала. И раздавала. Бусины. Молодец. Бусины. Молодец. Спасибо большое, Марина Васильевна. Спасибо за внимание. Очень надеюсь, что ваши советы и рекомендации будут полезны нашим слушателям. Продолжить тему детских онлайн-игр я приглашаю учителя логопеда Тихонову Татьяну Григорьевну. Я приветствую всех участников вебинара. Доброе утро, Я Татьяна хочу сказать, что Григорьевна. опыт показывает, что современные дети очень любят играть в компьютером. Они так быстро с ними дружаются, работают, умеют хорошо работать с клавиатурой, с мышкой. И это им дается гораздо легче, чем нам, взрослым. И это хорошо и правильно. Почему? Потому что качественные игры, развивающие, стимулируют работу мозга. Смотрите, как много задач может решить компьютерная детская игра. И формирует творческое позитивное мышление, или учит решать поставленные задачи, причем не только по шаблону, но и нестандартные. Один совет на вопрос родителей, который всегда спрашивают: надо ли помогать детям? Надо. Ребенку, постарайтесь помочь ребенку только в том случае, когда вы видите, что он явно не понял, что ему нужно делать. И гораздо лучше и полезнее ребенок сам откроет способ решения данной задачи. Это поднимет его самоуверенность. Стоит отметить, что детские онлайн-игры помогают формировать творческое мышление, потому что позволяют решать поставленные задачи как на основе шаблона, то есть привычных шагов, так и нестандартные. В результате очень активно работает левое полушарие мозга, которое отвечает за аналитическое мышление, за эффективность обработки поступающей извне информации. Конечно, очень важно и даже интересно сидеть часами за полезными играми, но делать это вредно. Мои коллеги уже говорили о том, как надо подсчитывать время, которое ребенок может проводить за компьютером. Например, 5-летнему ребенку 15 минут игры на компьютере особенно не помешает ни работе глаз, не перегрузят психику ребенка, а пойдут ему только на пользу. Сегодня я хочу познакомить вас с некоторыми порталами, с развивающими онлайн-игры для детей. И первый портал – это обучалка. Смотрите, она очень удобно расположена. В оглавлении раздела вы найдете обучалку, и там выбираете нужную вам игру. Легко и просто. Я пробовала, это хорошо. Следующий портал – это «Солнышко». И этот портал очень постарался для вас, уважаемые родители, потому что они взяли игры, разработанные специально для этого портала. Там очень много развивающих игр. Следующий портал – это «Играем Про». Там детские онлайн-игры. Здесь вы найдете игры и на развитие зрительного восприятия, и внимания, и памяти. Есть там любимые детьми раскраски. И, что редко встречается, даже есть игры для маленьких детей. Но с ними очень осторожно, потому что время ограничено очень. Хороший, интересный портал и веселые уроки. Уже в самом названии видно, что он не для маленьких детей, а для тех, кто постарше. Например, там есть очень много игр на развитие речи по подготовке к школе, по подготовке к грамоте. Выбери звук, покажи букву и так далее. Среди ресурсов с играми очень много теперь онлайн логопедических игр. Их тоже можно найти на сайте. Компьютерные игры по развитию речи. Вот так вы набьете, вы выйдете на правильные сайты. Логозаврия, интересный сайт, и Теремок. Интерактивные игры и тренажеры помогут вам в коррекционной развивающей работе с детьми, имеющими нарушение речи. Они особенно нуждаются в этих играх. Вы там найдете игры на развитие фонематического слуха. Это, пожалуй, самая необходимая тема для подготовки ребенка в школе. Для развития темпа и ритма речи, для развития лексико-грамматических средств языка. Скачать бесплатные игры онлайн можно вот на этом сайте.
Развивающие игры выложены в рубрике «Учимся правильно говорить». И они помогут сформировать правильную речь ребенка. Там есть даже игры на правильное звукопроизношение. Там можно научить играм, с помощью этих игр можно научить малыша связно и грамотно говорить, запомнить их словарный запас, а также помогут развить слуховую память и зрительную память. Есть несколько советов для вас, уважаемые взрослые. Заполните ребенка жизнь разными интересными занятиями, и необходимость ограничивать жизнь детей в гаджетах у вас значительно сократится. Объясните ребенку, что нужен гаджет только для дела, и вообще сделайте смартфон вашим сотрудникам, союзникам. Что делать, если нужно сократить время пребывания? Довольно часто родители говорят, что ребенок часами сидит и невозможно оторвать. Я даже как-то ехала в поезде, видела такую картину. Зашли на станции, мама с ребенком, который, по-моему, даже еще девчушке не было 1,5 лет. Она истерила, когда вы мне вытаскивали из рук смартфон. Это было страшно. Если нужно сократить это время, то надо просто закрыть этот удаленный доступ с помощью программы «Родительский контроль». Есть такая программа, я думаю, что многие знают об этом. Тогда уже не вы, а сам компьютер, сама компьютерная программа тихо, спокойно, удобно подскажет, когда надо заканчивать игру вашему строптивому малышу. Смартфон можно использовать не только для игр, можно его использовать и для других целей. Например, для планшетов и смартфонов существует очень много спортивно-тренировочных приложений. Как научиться подтягиваться, отжиматься, играть в футбол, бегать и даже танцевать. Сама программа ребенку покажет, как ему надо подвигаться. Разумеется, это не замена настоящей спортивной тренировки, не замена тренера, но как альтернатива сидению на стуле. Это очень хорошая вещь. Если в вашем гаджете есть GPS, то спортивные трекеры помогут вам, вашему ребенку, выбрать маршрут прогулки. Если есть GPS, то можно подключиться и положить карту на этот маршрут. Малыш сможет посмотреть, как много прошел шагов, как он высоко поднялся на холм. Он увидит, сколько калорий он потратил на это движение. Очень увлекательный способ привлечь ребенка к двигательной активности, особенно если он перебирает со своим пристрастием к гаджетам. Творческие и навыки тоже можно развить с помощью смартфона. Научите ребенка фотографировать, снимать видео, тут же собирать их в ролик, дополняя титрами, заставками и музыкой. Детям очень нравится это занятие, только единственное, что нужно вам сделать, надо вам научить их, вместе с ними поработать. Любите своих детей, давайте им как можно больше нового и лучшего, и проблема с гаджетами окажется надуманной и не страшной. Ну что вы хотите, 21 век. Это точно, Татьяна Григорьевна. Большое спасибо. Уважаемые родители, коллеги, наша встреча подошла к концу. Нам хочется надеяться, что мы смогли в полной мере раскрыть тему о дошкольнике с нарушением зрения в мире цифровых технологий и ответить на такой важный, главный вопрос, который интересует многих современных родителей: как же не навредить? Мы можем сделать вывод, что использование информационно-коммуникативных технологий с учетом определенных правил и требований открывает новые возможности и перспективы перед ребенком с нарушением зрения. Мы просим оценить значимость для вас, уважаемые слушатели, актуальность раскрытой сегодня теме по 10-бальной системе. Свою оценку ставьте, пожалуйста, в чате. И мы будем очень вам благодарны за несколько слов, предложений, ваших отзывов или комментариев о услышанном сегодня, о увиденном. Это нам поможет в дальнейшей нашей работе, нашего консультационного центра. Мы желаем вам и вашим семьям здоровья. Берегите себя и до новых встреч. Спасибо, уважаемые слушатели, за высокие оценки. Очень приятно. Оценок. Спасибо вам. Спасибо. И до новых встреч.